Мы сегодня в Бахчисарае. Сейчас направляемся в интересное место. Вообще, кто в Бахчисарае бывал раньше, помнит такое классное кафе, называется Салачик. Вот оно 8, примерно там 7-8 лет оно не работало. И сейчас открыло снова свои двери для посетителей. Конечно же, мы не прошли мимо этого события. И наша первая задача – это попробовать кофе, сваренный в джезве, да, традиционным способом. И оценим кухню заодно. Да, время обеда. Для тех, кто первый раз приезжает в Бахчисарай, очень просто сориентироваться. Вот когда вы будете подъезжать уже непосредственно к такому пятачку в старом городе, да, его никто, как бы все его знают. Вот здесь такой характерный синий дом. Это старый крымско-татарский дом. Его ни с чем не перепутаешь. Вот он такой красивый. И это, по сути, визитная карточка этого заведения. Вот у нас открытые ворота, наконец-таки, через которые можно зайти и попасть вовнутрь. Здесь вот мы сейчас направо будем поворачивать. Наша задача припарковать машину. Здесь хорошая парковка. В принципе, Салачих это всегда отличало. Пахнет шашлыками. Пахнет едой, шашлыками. Ну, время обеденное, уже час. Как раз уже практически 2 часа. Поэтому вот такие вот узнаваемые ворота в Салачике. Ты микрофоны взяла вот эти, да? Да. Вот, я думаю, что их ни с чем не перепутать. Ну, заходим вовнутрь. Будем сейчас смотреть. Да, конечно, мы здесь давненько были. Так, и, кстати, очень важно это туалет. Первый раз зашел. Чистый, аккуратно, светло, все есть. Бумага есть. Отлично. Салам алейкум. Что, куда можно сесть? Можно? На топчанчике можете. На топчанчик? Давайте на топчанчик. Салам алейкум. Так, ну, кто здесь раньше бывал, в принципе. Плитку, да, положили? Да. Плитки не было? Нет, щебенка была. Щебенка была, да? Да. Давно уже работаете? Нет, с субботы. Машалла. Мы, Да, короче, тестовое мы как раз, да? О, можно будет, да, там сесть? Топчанчики вот там Отлично. выше есть. Отлично. Вот там вот еще наверху есть красиво. Повыше, да? Можно, да, туда пройти? Да, конечно. Вот здесь, да? Отсюда поднимать? Да, правильно. А вон там вот свободная беседка? Да. Не знаешь, давай туда, чтобы это солнца не было, просто мы сядем. Отлично. А Лыла сейчас запутается. Так, меню. Ты меню принес, да? Да. Все, Саул, дашь нам 5 минут? Хорошо, Да. мы так изучим. Ну, вот такие вот беседки интересные, характерные. Там дальше, получается, из натуральной черепицы татарки. Вот такая вот волна, если вы обратили внимание. В общем, сейчас будем изучать меню и будем пробовать, да? Так, значит, смотрите, что у нас из основных понятий, да? Шурпа, лагман и факаш. Это как такое, да? База, манты, плов, сарма. По 400 рублей. То есть, в принципе, первые блюда, такие основные, они у нас идут по 400 рублей. Чебурек с мясом 170 рублей. Янтык с мясом 190. Ну, это так, чтобы вы могли сориентироваться, да? Кофе на песке. Вот это звучит как вызов. Кофе на песке. Кстати, попробуем к ним туда прорваться. Попросимся на кухню и посмотрим, как этот кофе готовится. Ну, чтобы посмотреть, да, что за кофе на песке. И оценим. Ну, вообще, конечно, кофе не крымская традиция, но все равно кофе бывает вкусный на песке. Так, смотрим. Значит, он стоит 150 рублей. В принципе, это такой стандарт. Насколько я понимаю, это уже несколько лет держится эта цена. Посмотрим подачу. Оценим подачу. Ну, чаи мы не пьем обычно, редко пьем, обычно пьем кофе. Так, ага. Ты выкладываешь, ага. Красиво у вас видео получилось. Машалла. Смотрите, значит, давайте поговорим немножко про кофе. Значит, подача, да?
Первый у нас идет зарф, то есть чашка в таком металлическом подстаканнике, стакане, да. Фильджан и зарф. Второй у нас джезве медный приготовлен. Здесь же готовится кофе. И сладкое подается парварда. Это все входит в стоимость 150 рублей. Здесь парварда и лукум. Ну, вообще, сразу, что бросается в глаза, нет воды. То есть вода должна быть обязательно. Должна обязательно подаваться с кофе, потому что после глотка кофе нужно сделать глоток воды для того, чтобы очистить рецепторы и вообще восстановить воду. Потому что кофе очень такой мочегонный напиток, и принято пить воду, после этого. В общем, вода должна быть обязательно при подаче кофе. Сейчас будем пробовать. Я уже пробую. Ну что, как тебе кофе? Как дома. Как дома, как на мероприятии официально. Да. Нам это дается для того, чтобы мы, во-первых, видели красивую подачу. Да, кофе сварен с пенкой. Пенка присутствует. Выливать надо одним резким движением. Все. Ну, как по мне, чашка немножко великовата. И интересно, когда пьешь, потихоньку подливая. То есть 2 раза, может так. Судя по осадку, по тельбе, он очень мелкий, что говорит о том, что кофе был хорошо смолот, был мелкий помол. Я потом чуть попозже покажу это на камеру. Мы вылили кофе. В принципе, пенка присутствует, что говорит о том, что количество кофе здесь, скорее всего, нормальное. То есть, да, мы так сразу не можем понять, но сейчас будем пробовать. Так, первое, что бросается во вкусовое ощущение, что нету ярко выраженного вкуса. То есть такой кофейный вкус. Очень сложно разобрать какой-то вкусовый профиль, какие-то вкусовые паттерны. Здесь, скорее всего, речь идет о таком не очень таком качественном кофе, в принципе, как основа, да, там, может быть, там леба кофе или там что-то еще. Вот, количество кофе, в принципе, нормальное, то есть видно, что вот сюда в джезве положили, скорее всего, 1 ложку, как минимум, кофе. По количеству, по плотности, в принципе, нормально, по крепости нормально. Здесь основная проблема в том, что сам по себе кофе немножко такого, да, скажем так, среднего качества, то есть это не какое-то не премиальное качество. Так, это салат? Да. Баклажаны? Да. Интересно. Саунс. А что ты Саунс. А к кофе, сливки, что такое бывает вообще по подаче? И отдельно нужно заказывать? Нет, вам сливки принести? Не, просто спрашиваю. Пепельница нужна? Нет, мы не курим. Все на спорте, не видишь? Сал. Если говорить про традиционную подачу, желательно, конечно же, сахар. Вареный сахар такой коричневого цвета, это идеально. Но парварда — это такое, скажем так, азиатское наследие, это популярное угощение в Средней Азии, в основном к чаю подается. В принципе, с кофе тоже можно, никаких вопросов нету, пробуйте. Лукум тоже хорошо, это не везде, не часто подается лукум вместе, как сладость к кофе. Я думаю, что вкусно будет пить кофе с лукумом, но просто я это сейчас не будем. Значит, парварда есть, и лукум тоже хорошее угощение кофе. Я думаю, что от этого все только выигрывают. Да, он очень вкусный, свежий. Лукум хороший, да? Да. Так, в принципе, скажем так, потом на монтаже мы сделаем оценку, мы будем оценивать его по параметрам подачи, по вкусовым качествам, по температуре, что тоже очень важно. Я не люблю, когда подают холодный кофе, когда он остывает, поэтому, когда в джезве приносят, да, он уже сохраняет в себе какое-то тепло, какую-то температуру. Можно я у тебя лукум? Скажем так, это примерно средний. По вкусу это примерно средний. То есть есть хуже, конечно же, но и, конечно же, есть лучше. Это такой, средний вариант. Не кислый. Не кислый, но не кислый, да. То есть, скажем так, это такой распространенный кофейный вкус. Но, конечно же, есть к чему стремиться. В плане кофе можно усиливаться.
Смотрите, что касаемо вот этого инструмента, да, то есть почему посуда вообще важна? Она играет большую роль. Потому что стенки этого джезве, видите, стенки турочки, они тонкие. А толщина металла очень сильно влияет на вкус. Если толщина металла, скажем так, тонкая, да, то кофе немножко подгорает, и он может быть более горьким, отдавать горчинку. Поэтому это как бы важный момент. И я вам обещал показать тельбе, это осадок. Видите, он такой матовый, одинаковой текстуры. Гуща, да. Осадок я сказал? Гуща. Ну, это то же самое. Такой матовый, одинаковая текстура, очень ровная. И это говорит о том, что помол очень мелкий, то есть помол правильный. Приготовление в джезве, естественно, лучше, чем просто запаривание кипятком, да. И такая отдельная подача, ну, скажем так, она прибавляет баллов к подаче самой. Что еще хочу сказать, если мы говорим про традиционную подачу, вообще золотой стандарт, как именно должен подаваться кофе, это, конечно же, джезве отдельно сваренный, да, это стакан воды обязательно и какая-то сладость, да. Раньше у нас традиция была это подавать хурабье, то есть сладость, но в принципе можно подавать и вареный сахар. Также можно подавать и парварду, в принципе, и лукум тоже можно подавать. То есть какая-то сладость к кофе. Вот это является традиционной подачей. Сливки, там, это уже как бы так допы, да, считаются. Я знаю, что в некоторых кафе оно подается сразу, там или молоко, или сливки на усмотрение, и это тоже входит в стоимость. В принципе, я тоже за это, потому что как бы человек, который пришел выпить кофе, он сам для себя решает, он добавит сливки или не добавит сливки. То есть это уже на его усмотрение. Сейчас я спросил, как бы сливки есть, ну, может быть, забыли положить, или можно их просто заказывать отдельно. Мы как бы это не заказали, поэтому нам не принесли. Но сливки, походу, есть. Вот, то есть это традиционный базовый вариант подачи кофе. Ну и, конечно же, метод варки, он тоже интересный. Возможно, как-нибудь получится попасть на кухню и подглядеть, посмотреть, как варится кофе на кухне, потому что это всегда интересно. В общем, вот такая вот тарелка. Тарелка у меня баранина, у Лейлы курица, куриная тарелка. Но вы знаете, это очень вкусно. Вот у меня, честно говоря, вкусно. И здесь у нас салат, хрустящие баклажаны, тоже очень вкусно. В общем, а что касается еды, класс. Но мы, конечно, все не попробовали. То, что мы заказали, это действительно вкусно. Тут будет такая музыка из сериалов. Такой аромат вообще. Знаменитый Травяной чай. Я сразу почувствовал чабрец. Его ни с чем не перепутаешь. И чуть-чуть мяту не добавила. Мята, да. По запаху мята есть. Да, и по вкусу. Чай хорошо заварен, кстати. Так, счет. Значит, на двоих. Сковорода с бараниной, сковорода с курицей, салат хрустящий, кофе на песке. Ну, он на самом деле не на песке, он признался. Чай на травах и турецкая пахлава. В общем, 2200, 2,20 получился счет. Ну, сами смотрите, много это или мало. В принципе, можете сравнивать с другими кафешками. Но что хочу сказать, что вкус всех блюд действительно очень хороший, очень вкусный. В общем, подтверждает. Делаются беседки. Посмотрим этот дом. Пойдем. А там вообще кофейня была? Слушай, точно, там же кофейня была. Мне нравится то, что они еще как бы, все не доделали, но уже работают, уже открылись. Да. Это прикольно. Вот старый татарский дом. У нас, кстати, на канале есть выпуск про него. Этот, скажем так, есть такой Абдрахман Ахай. Это его старика, его деда дом. Его отца, его деда дом, короче. Ну, вообще его отца напрямую. Вот такой красивый, уникальный дом. Вообще, раньше вот здесь была кофейня в подвальчике. Наверное, скоро она тоже опять появится. Вот отсюда был
Вот вход в дом. И там еще есть вход на той стороне. Вот здесь была кофейня, но я думаю, что она и будет. Я думаю, что ее откроют. Это вход в подвальное помещение. Это уже новострой, то есть вот эти вот здания уже были построены, когда территория была приобретена. Поэтому так вот. Вот такой вот вид. Очень классное место, очень атмосферное. Там, кстати, вход, ворота еще вон там есть. А, это не официальное? Это неофициально, это тестовое. А что будет на официальном? Ну, уже другие менюшки у нас будут. Получается, Ну, менюшку я с заметил, рисунком. что это временное. Да. Ну, А- по-моему, более опытные, более привыкшие к территории. Сейчас, в общем, отлаживание процессов, да, идет? Сейчас И вот кофе на песке всякие- появится? Ну, не знаю. Там, смотри, в меню есть, осторожно с этим. А когда будет официальное открытие? Есть дата? Официально даты нет. То есть, ну, в общем, следите за обновлениями, да? Это да. Все, САУ. Согласен, подписывайтесь. Мыс Ахай. САУ. А у вас что, Ютуба нету? У нас ютуба. Да? Шалах. Вот, видишь, недоработка какая. Если мы что приехала, Инстаграм ведем. О, машала. Саунс. Характерная надпись. Алкоголя здесь вы не увидите. Это, кстати, очень интересная дверь. Резная ручная работа. Смотрится очень атмосферно, очень классно. Вот. Узнаваемый элемент. Салям алейкум. Как вам все понравилось? Все супер. Официальное открытие 15-20, да? Примерно, да. А вы переработаете меню, и что изменится? Ну, уже меню будет, каждое блюдо отфоткается. А, я понял. То есть ну, красивое меню будет, да? Да. Какие-то блюда добавим, какие-то уберем. 15 июня получается. Классная полка, да. Так, в общем, вердикт. Блюда все вкусные. То, что мы заказали, все было действительно очень вкусно. Скажем так, 9 из 10. Да, если можно так чуть-чуть зазор оставить, прям меня для 10 из идеального. 10. Но у нее действительно, ну, в принципе, даже, честно говоря, можно сказать и 10 на самом деле. Так, что касается кофе, ну, это 6 из 10, скажем так, да, но с тем заделом, что сейчас идет подготовка к официальному открытию, то есть какие-то моменты будут изменены, что-то будет правиться, что-то будет добавляться, там кофе на песке появится, естественно, мы обязательно про это расскажем, то есть мы приедем и обязательно снимем, и я надеюсь, что, ну, те, кто занимается этим заведением, да, они посмотрят и сделают для себя какие-то выводы, потому что к кофе надо относиться серьезно, это наша традиция, и это должно быть, кофе должно быть идеально. Даже не то, чтобы обязательно должно быть идеально, потому что кофе — это наше лицо, наша культура, и те, кто приезжает издалека, они по кофе будут понимать, что где они находятся. Поэтому вот так вот. А так, конечно, супер, все вкусно, все атмосферно, красиво. Ну, Салачик, который мы любим, я думаю, что многие его знают. Все. Обслуживание тоже хотела сказать про обслуживание. Нас обслуживал Бахтияр. Машалла Бала, очень отзывчив. Ну, вообще, на самом деле, вот Лейла не даст соврать, сколько мы помним Салачик, обслуживание всегда было на высшем уровне. Да. Всегда. То есть это, не знаю, какой-то интересный подбор людей, но люди действительно интересные. Поэтому хорошо, что ты это заметил.